В августе 1883 года в Туве началось восстание, известное как восстание 60 богатырей Алдан-Мадр. Незадолго до волнений из-за массового обнищания беднейших слоев населения из их среды стала выделяться прослойка, которая называла себя кайгалами. Они совершали набеги на северо-западную Монголию с целью угона лошадей и скота у монгольских ханов и князей. Что это за память? Это стела в виде колчана для стрел. Ее установили в честь тувинских аратов-участников. И на ней вылиты 68 имен богатырей. Это Самбазы, предводитель восстания 60 богатырев. Эта статуя находится в Суткульском Узуне. Мы вклеили Самбазика, предводителя 60 богатырей, и музей Алдан-Мадр. А где этот памятник расположен? Этот памятник расположен рядом с музеем Алдан-Мадр. Хорошо, еще какие? Мы приклеили стелы. Что это за стела? Стелла, где похоронены 60 богатырей, и на них выдавлены имена 60 богатырей. Восстание было поднято аратом Самбажиком и мелким чиновником Дажимой. Группа бунтарей, спасаясь от преследования властей, ушла из своих сумонов в степь и поселилась на горе Карада. Ушедшим скоро присоединились новые люди, образовав ядро восстания, которое насчитывало несколько десятков аратов. Свое название это восстание получило от того, что в первом списке его участников, о которых сообщил хашунный правитель Амбан-Найону, было указано 60 человек. На самом же деле в движении Алдан-Мадр принимали участие несколько сотен тувинцев. Самбажик, Дажима, Комбулдай и другие руководители восстания составляли лишь постоянный отряд, действовавший против властей. К сожалению, известные нам исторические источники не дают возможности представить ход восстания во всей полноте. Тываның байлары, түзіметтері, элен-түрен араттарны бөліп, жепсеглеп, деріп, қайғалдар қылып алғаш, дөрбеттерден мал орладып ап чоран. Туттурған қайғалдарны қаржы дошқын шажлар, а ноян түзіметтер қоз үніп тұрған. Ор араттар шажны шыдажы беттіп, жоғым елерін адабайын тұрған. 1883 жылға жетір, андық болып келген. Менде қырған. Менде. Здравствуйте. Говорите, старший. Самба. Мы бедные араты, просим помочь Самбаже и принять наши скромные дары. Я хочу попросить тебя взять моих двух сыновей к себе. Злой Сенге замучил их, бьет каждый день, обещал отрезать уши. Возьми их к себе, совсем возьми. Сына моего единственного Сенге избил до полусмерти. Помоги нам. Чанчик, Чанчик. накормите их и дайте что-нибудь на дорогу. Жаңа шорқай жер суфтынан бұза теріп барсын. Зачем ты помогаешь нищим, Самбажик? От них нет никакой пользы. Нам не стоит вмешиваться в их мирские дела. Знаешь, что мне отец сказал? Посмотри на эти горы. Это наши горы. Посмотри на эту землю. Это наша земля. Никогда не отказывай тому, кто приходит за твоей силой. От этого ты становишься еще сильней.
1880 жылдың күзүнүндө араттар самбажыкка онону биле катышкан. Кожуун чыгаргазынга оларны алдан чедир санаан. Ынчангаш алдан тургун тижи берген. Араттар шүүгү черинге келдиртирге келбейин. Каратаг, Оргушөл, Олынжар, о четсекти турлагы жиберген. Тувинский народ хранит память об этом событии. В 1993 году был отмечен юбилей Национально-освободительного восстания. Состоялась научно-практическая конференция, посвященная 110-летию восстания Алдан-Мадра. Конференция дала возможность дальнейшего изучения восстания, его причин и движущих сил. Состоялось торжественное открытие памятника Оргушоль у подножия горы Карадаг. На самой горе установлена фигура всадника на коне. Оценивая восстание, мы должны быть сдержанными и объективными. Правители Тувы в прошлом нашему народу всячески насаждали мысль, что восставшие не были носителями идей национального освобождения, а были обыкновенными кайгалами и скотокрадами, нарушителями закона. Времена были другие, законы тоже. Но самое главное – это благодарная память народа. Она сохраняет самое важное и дорогое. Имена руководителей восстания увековечены в названиях местностей Тувы. Имя вожака восставших Дежимы носит горный хребет между Барлыком и Часадыром. В Судхольском районе есть местность и поселок, названный Алдан-Мадр. Во время праздника, который прошел в совхозе Алдан-Мадр, состоялись соревнования по скачкам, борьбе хуриш, стрельбе из лука. Среди участников праздника были и потомки 60 богатырей. Восстание Алдан-Мадра является ярким событием в истории борьбы тувинского народа за свое национальное освобождение. Оно было в первую очередь направлено против господства колонизаторов-иноземцев и их приспешников в лице тувинских и монгольских феодалов. Всех вас ждет смерть. Примите ее достойно. А сын Каракура будет великим шаманом. Это я вам обещаю. Прости нас, Арбай. Как будем дальше? Бой. Поющий не слышит свою смерть.
Мен сені хвостап болдырмын. Я могу тебя спасти. Сен антан яқпыз. Ты еще молод. Чуга, Зачем? сен чұртар қапсын. Ты будешь жить? Көріңір, Смотрите, олар амда тірілдір. они еще живы. Şahitler келгедір. Пришло время пыток. Жори бағырнайын. Ступай, наем. Сілер мен ауқымны тыңдап атыңыз екі бол. Тебе лучше не слушать моих криков. Жори бағыр. Прощай. Шаажлатырғанларның баштарын жыра саваларға соққаш, тевелерге чүдіргеш, 1885 жылдың жазынында тываға еккелген. Оларның баштарын үгідеге көргіздер болғаш, қорғыдар сорғыға біле адағаштарға асқыландырған. Авыралды арадағдар, Эти громады гор хранят в себе живые голоса 60 богатырей. Горы помнят их. Горы — вечная память им. Лучшим сынам страны Танну-Ула. Вечная память.